Начнем, да? Ну, у нас, видите, такая сложная система получилась, да? Смешанные группы сейчас. И у нас знакомство с каждым видом национальной грамотности. Но для начала я бы познакомился с вами. Раз нас так мало, то у нас такая узкая компания, почти семейная. Так что мы можем действительно общаться каждый с каждым. И все нормально. Можно, чтобы я себе представлял, я же знаю, что здесь не только представители естественных, да, наук, естественно-научных предметов, и чтобы я ориентировался, на каком уровне что-то рассказывать, я бы хорошо, чтобы я знал, да, кто у нас в аудитории. Меня зовут Александр Юрьевич, вы знаете, да, я заведующий лабораторией естественно-научного образования в Институте стратегии развития образования. Меня сегодня представляли, там эксперт по международным исследованиям, и в России вот, руковожу группой по естественно-научной грамотности для разработки уже наших материалов. Вот, садитесь, пожалуйста. Вот, так что, так, стульчики есть, да, если что, я свой могу отдать. Вот, и можно тогда, просто каждый из вас быстро представляется, и какой предмет вам ближе, да, кто-то его преподает, кто-то. Ну, начнем тогда, вот, можно, коллега, вот так пройдем, просто представиться коротко. И я, конечно, не запомню имен, к сожалению, да, лучше бы были какие-нибудь таблички. Да, но, да, пожалуйста. И какой предмет и где работаете? Ядра, прекрасно. Математика. Прекрасно. В Москве тоже есть школа Газпрома. Пожалуйста. Виктория, республиканский учебник квалификации, не читательская карта. Читаю. Биограф? Биолог. А школа города? Нет, Бишкек? Да. Бишкек, да? Эльвира, Кыргызская академия образования. Прекрасно. Самара, польское образование. Это что? Национальный центр. Понятно. Национальный центр. Спасибо. Все. Пробежали, теперь я представляю, с кем сегодня приходится работать. Вот. И давайте рассматривать так, поскольку мало кому из вас близка эта тема, наверное, а у нас все-таки задача всех немножечко познакомиться с каждым из направлений международного исследования ПИЗа, то будем мою презентацию рассматривать как повод для разговора. Вот. Тут будут несколько заданий по ходу презентации, и мы сумеем как-то, значит, активность какую-то проявить. Причем это задание не для того, чтобы вы там их выполнили, а я ставил какие-то оценки. Да? Наоборот, мы выполнение заданий с вами будем прямо сразу обсуждать, чтобы лучше понять уже на практике, с чем мы имеем дело, что это такое естественно-научная грамотность и так далее. Поскольку у меня 6, у каждого из нас, да, направлений, 6 групп подряд с одной и той же темой, и на самом деле нас это немножко всех напугало, потому что 6 раз подряд говорить одно и то же довольно тяжело. Кто первый пришел? Кто первый пришел, да. Еще какой-то запал есть, да. Сохранится ли он к завтрашнему вечеру, это большой вопрос, да. Ну, поэтому мне хотелось хоть чем-то, да, отличать одну группу от другой, конечно, длительно, характером и другими всякими качествами. Но я хотя бы хотел отличать тем, что я с первого же мгновения задам какой-нибудь вопрос, и эти вопросы будут в каждой группе разные. Вот. И
отталкиваясь от этого вопроса, может быть, мы даже с вами лучше поймем, что такое естественно научный грамотность. Это первый пункт нашего разговора. Суть этого понятия. А вопрос такой. Я вчера, поскольку 3 часа разница с Москвой, да, и понятно, что полночи заснуть не удавалось. И вот я придумал проблемы, какие можно поставить с самого начала. Вот я думаю, приходит первое, может быть, это от того, что такое не совсем адекватное состояние, когда человек в полудреме находится и заснуть не может. Вторая группа. И мне пришла в голову такая мысль, поскольку мы вчера вышли на Иссык-Куль, искупались. Вы купались уже в Иссык-Куле? Да. Вот я думаю, откуда вообще вода в Иссык-Куле? Откуда взялась вода в Иссык-Куле? Почему она? Вот. Она вроде все время есть, да, и больше ее не становится, и меньше не становится. И вот вы мне отвечаете. Я вот не знал. Сколько рек впадает? 80 рек впадает. А хоть одна вытекает? Нет. Ни одной не вытекает. Видите? А почему тогда не переполняется, если 80 рек впадает? Вот, смотрите, а какие есть идеи? Вот льется и испаряется. Вот. Прекрасная идея. Да, вот. Подводные течения, они же, наверное, внутренние. Или они утекают в подземелье куда-то. Ну вот, видите, я не знал, мы все тоже еще не все знали, значит, про 80 лет впадает. Вот, например, Байкал впадает, да, слышали, даже легенды про это, впадает там куча рек, вытекает всего одна, да, и я детям иногда задавал вопрос. И вообще говоря, если из какого-нибудь озера реки все-таки вытекают, то их, Нет, это озеро. Если вытекает из какого-нибудь озера, вот из Байкала, да, то вытекает только одна река. С детьми я проводил один урок, попробуйте объяснить, почему только одна река может вытекать вообще в озеро. Но это отдельный вопрос. Это вы, если хотите, подумать. Это интересный вопрос, и он, кстати говоря, математический. Здесь математика есть. Вот. Вопрос ли это, относящийся к естественно-научной грамотности? Про то, почему в Иссык-Куле вода держится на одном уровне, и его в данном случае не переполняет, не переливается через край. Ну, видите, вообще говоря, не очень. Потому что, во-первых, можно заглянуть в интернет, Google, и узнать, что 80 лет попадает. Можно, конечно, догадаться, что вода уходит лишнее, да, за счет испарения. Вот это можно рассматривать как любопытную задачку, как любопытный вопрос, но, естественно, научная грамотность немножко другое. Вот если мы зададим вопрос, вот дети пошли в поход, я пошел, доля секунды, вода кончилась. И вопрос, как узнать, можно ли пить воду из Иссык-Куля? Какую там процедуру можно придумать? Вот тогда это уже будет, естественно, научная грамотность, или как очистить воду, да, потому что тогда она имеет личностный характер, появляется заинтересованность. Да? Мы пошли, нам надо решить некую проблему, касающуюся нас конкретно. Вот идеи, подход, и вот придумать способ, значит, либо очистки, либо способ узнать, наверное, тоже узнать как. Ну, скорее всего, у нас нет средств для анализа проблем. Скорее всего, тоже заглянуть в тот же самый интернет и поузнавать. Но отличие просто такого вопроса все равно интересно, да, почему все вода держится. Ну, хороший, интересный вопрос. Да? С одной стороны, текает, прибывает, столько и убывает. Благодаря этому держится уровень. Вот. Но он не имеет напрямую такого личностного или общественного значения, а вот личностное значение имел бы вопрос, а могу ли я воспользоваться водой как питьевой. То есть вот мы с вами чуть-чуть подступаем к тому, чем будет отличаться, и мы еще это проясним с вами не раз,
естественно-научной грамотности от просто хорошего вопроса по естественным наукам, хорошей задачки, но имеющей несколько абстрактный характер. Вот. Попробуем увидеть, да, что понимают под естественно-научной грамотностью в мире и международном исследовании ПИЗа. Ну вот, известно, что практически во всех развитых странах, когда пишут стандарты или программы федерального, ну, государственного уровня по естественно-научным предметам, естественно-научному образованию, то везде в качестве главной цели формулируется формирование естественно-научной грамотности. Но главные цели не самой старшей школы, да, не там 10-11 класс, или там старшей школы каких-то 3 года. У вас 2, наверное? Да? 10-11, я так программу вашу смотрю, ну, как и в России. Да? Вот. Это обычно цель на уровне школы основной, ну, заканчивая 9 класс. А нашем случае. Кыргызстан или Россия. Вот. И там это основная цель. То есть это не просто вот мода, да, это уже в течение нескольких десятков лет так. Да, вот у нас об этом стали говорить не так давно. В программы в наши, ну, в России, в программы, в наши стандарты это вошло вот только формирование естественно-научной грамотности. У вас в программе, сегодня я пролистал, появилась вот сейчас к 2025 году готовка к введению функциональной грамотности в стандарт. Да? У нас вот только что тоже. Ну, поскольку помогала составлять ваш план Галина Сергеевна Ковалева, и она же участвовала в разработке стандарта российского, то появляются похожие какие-то формулировки. Вот. И это вот, как мы видим, не просто зумы, да, у вас есть такое, да, знания, умения, навыки, которые тоже ничего про них плохого никто не говорит, нормально. А это еще и способность применять все это, причем применять вот в таких вот реальных, практических жизненных ситуациях. Ну, как вот, собственно, про воду высыпают, да? Вот, поэтому это вот главное такое отличие. Ну, а если обратиться к формальным моментам, ну, собственно, формальные, а сущностные, то вот как определяется в международном исследовании ПИЗа, естественно, научной грамотности. Видите, такая есть небольшая преамбула, что это такое, способность человека как-то активно заинтересованно относиться к некоторым проблемам, прежде всего связанным с общественной жизнью, его личными какими-то проблемами. И для того, чтобы он мог включаться в такую проблематику сознательно и информированно, то он должен обладать какими-то умениями или компетенциями. Вот они здесь 3 этих компетенции, собственно говоря, и представлены. Научно объяснять явления, понимать, как устроено, естественно, научное исследование, вот, и уметь анализировать данные, на основе этого анализа делать выводы. Ну, если возвращаться к вопросу о воде, можно ли ее пить, да? И, допустим, мы узнаем, ну, или из анализа, или из интернета, состав там супружеской воды, сколько того содержится, всего, 5, 10, и мы, да, нам не говорят, плохо это или хорошо, допустим, да? Не говорят. Мы должны проанализировать эти данные, уже соотнести с какими-то своими, может быть, знаниями, может быть, соотнести с другими данными по какой-то другой воде и увидеть, это вредно, полезно, там, плохие это вещества, хорошие, в предельно допустимых, они концентрации, предельно допустимых, и сделать вывод. Ну да, эту воду пить безопасно. Вот примерно так, да, вот что означает третья позиция. Вот она примерно так. Ну, а если говорить о том, какие же действительно вот в том же самом исследовании ПИЗа затрагиваются такие реальные, практически важные проблемы, то вот, пожалуйста,
прямо в задании ПИЗа, это только несколько примеров. Входит вот такая проблематика. Да? Там, ловля рыбы в предельных каких-то допустимых объемах. Например, там описывается в задании ситуации. Есть какой-то прибрежный там, поселок рыболовецкий. Да? И вот они вылавливают треску. Да? До какого уровня им можно вылавливать эту треску, чтобы она не иссякла вовсе. Причем это задание такое интерактивное. Там играться можно с компьютерной симуляцией. Вот. Или там, да, вот это рыба. А если не треску вылавливать, а сельдь? А сельди сколько вылавливать? Это все в том же задании. А сельди, оказывается, тоже много нельзя ловить, потому что треска есть сельдь. Если вы выловите много сельди, то не будет ни сельди, ни трески. Такое задание есть. Или вот про вакцинацию до всякого ковида. Задание тоже интерактивное. Как количество там привитых людей влияет на скорость распространения какого-то инфекционного заболевания. Тоже модель, с которой, значит, можно даже просто поиграться, я бы сказал, вот, если это не тест, где нужно получить какой-то балл. Да? Вот, и это тоже проблема, как мы теперь знаем, оказалась крайне актуальной. Да? Хотя, повторяю, это задание появилось в 2015 году, в 2015, никакой еще не память. Или вот другие, да, проблемы, которые здесь же, такие там способ производства энергии, там зеленая энергетика, возобновляемые ресурсы, невозобновляемые ресурсы, все это входит в ткань учебных заданий. То есть об этом не вещает, не только, да, можно вещать в доске, как я сейчас, который то, что вам предложил задание. Вот, а уже можно работать в таком деятельностном формате, что-то такое думать, выполнять, анализировать, объяснять. То есть это становится таким рабочим материалом для их проявления каких-то умений. Вот. Вот это только несколько примеров того, так следить будет за временем, чтобы я особо не... Несколько примеров того, что может входить в содержание заданий по естественно-научной грамотности. То есть, несмотря на то, что среди вас филологи, математики, информатики и так далее, мы видим, что проблематика, которая затрагивается в задании по естественно-научной грамотности, вообще в постановке вопросов по ней, она касается вообще всех людей, каждого человека. Более того, мы увидим, что сами задания, вот сейчас мы посмотрим, они не требуют каких-то там супер глубоких знаний по этому. Они требуют только безбоязненного включения в эту проблематику. Не бояться, да? Бояться увидеть такое вот представление информации. Это будет касаться всех направлений, с которыми вы столкнетесь. Вот. А те из вас, кто пойдет в естественно-научную группу, есть несколько человек, да? Мы с вами уже будем работать плотнее по всем этим вещам. Вот. Ну вот, например, да, уже сами задания, как они выглядят. Возможно, вы все или не все видели, да, как выглядят эти задания. Они обычно представляют собой несколько, на самом деле. Каждая тема, вот, допустим, безопасная или какое-то там нет, рыбоводство, рациональное рыбоводство. Оно состоит из нескольких вопросов. Здесь только один из вопросов. Формат, вот, как правило, вот такой, как слева. Иногда он такой, как рыбоводство. Да, правильно сказать. Вот формат такой, что справа информация, слева вопрос. Такой разъем. Это все на компьютере делается теперь. Да, раньше, когда ты это выполнял на бумаге, теперь это формат компьютерный. И вот, значит, эта тема раскручивается через несколько вопросов. Там, рыбоводство, топливо, ископаемые виды топлива,
раскручивается через несколько вопросов. Мы сейчас сами эти задания анализировать не будем, просто я показываю тем, кто, может быть, еще не видел, многие видели уже, показываю формат заданий, компьютерный, и вот повторяю несколько таких вещей. Или вот еще, да, где тоже есть практическая проблема, ну вот, например, медицинская, да, радиотерапия, да. Вот предлагается сравнить два способа лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний. На этом графике представлено, как проникает в ткань здоровую, и не только здоровую ткань, проникает, допустим, протонотерапия, частицы протонами уничтожают опухоль, или рентгеновская. Вот такая пологая кривая – это лучевая рентгеновская терапия, и вот такой вот башнеобразная – это протоны. А по оси абсцисс отложенная уже математика сейчас понятнее сразу все. По оси абсцисс показана глубина проникновения этих излучений в здоровую ткань. И нужно объяснить, да, вот нужно детям ответить, 15-летним учащимся ответить на вопрос, в чем преимущество протонотерапии перед рентгеновской терапией. Ну, вроде бы все очень просто, да, никаких глубоких знаний для этого не нужно. Просто нужно прочитать график, понять, что на нем изображено, и сказать, ну, конечно же, один вид излучения проникает не только в больную ткань, но и здоровую, ее повреждает, а другой протонотерапия, более такой локализованный, только на опухоль действует в основном и не повреждает серьезно здоровую ткань. Это и надо написать своими словами в рамочке слева в этом задании. Или вот и это задание, естественно, если мы уже чуть-чуть соотносим с определением, естественно, научной грамотности, с теми основными компетенциями, то мы понимаем, что это задание на интерпретацию данных. Мы не объясняем здесь, да, почему мы интерпретируем. Все на графике показано, мы просто переводим графический язык на язык словесный, да, слова и объясняем. А вот задание слева, да, опять же, кусочек, там опять-таки несколько вопросов, относящихся к теме вот, подушки, да, там написано, подушки безопасности. Один из вопросов, видите, связан с тем, что для этих подушек используется ядовитое вещество, азид натрия, которое, если проникает в легкие человека, то оно его человека может не убить. То есть очень вредное вещество. Но тем не менее оно способствует быстрому распуханию этих подушек. Да, вот без него не обойтись пока. А вопрос, тем не менее, сформулирован как? Вы нам не видите, да? Текст. Я могу с экрана, я хочу, я могу, да. И вот вопрос, как сформулировать для детей? Сформулируйте один вопрос, связанный с поднятой вот этой проблемой, что вот азид натрия очень токсичен, поднятой в этом отрывке проблемой использования подушек безопасности, для ответа на который ученые должны провести исследование. То есть какой вопрос порождает эту проблему? Очевидно, надо говорить о вопросе, а нельзя ли чем-то заменить? Да? Есть ли какое-то другое вещество, которое дает этот же эффект, но не является ядовитым? Может быть такой следующий вопрос? Может, да? Вот. Или там вопрос о том, как сделать, чтобы, как гарантировать, чтобы не было утечки этого вещества. Ну, или какой-нибудь другой исследовательский вопрос, то есть это связано с компетенцией понимания особенностей научного исследования, естественно, научной грамотности, и даже конкретно, как можно сформулировать задачу исследования, связанную вот с этой проблематикой. Вот такие примеры, это уже это из исследования ПИСа. Почему не переключается?
А, я не на то нажимаю. Что-то он мне тут... Остановитесь. Остановить совместное использование. Не надо останавливать совместное использование. Все, просто два раза щелкнуть. Два раза, да? Ага. Ну, вот оно будет теперь. Да, все, теперь можно, да? Ну вот, и мы можем с вами сделать уже на основании этого первичного знакомства какие-то выводы, которые вот здесь вот сформулированы, что каким образом предлагается вот это содержание, связанное с естественно-научной грамотностью школьникам. Им предлагается вот в рамках этих заданий решать такие проблемы, связанные с реальной жизнью. И, как правило, их сталкивают с какой-то новой ситуацией. Про это не было у них на уроках, да? Про это не было у них в учебниках. Собственно, тут и моделируется такая главная цель образования. У нее в ПИЗе это как девиз сформулировано. Учим для жизни. Учим для жизни. Не для того, чтобы мы потом снова воспроизводили наши умения решать те же самые задачи, которые мы решали в школе. Да? А мы свои навыки, свои умения, свои компетенции способны перенести на новую информацию, на новые проблемы. Мы этого не боимся делать. И даже видим, что по ПИЗе, что вообще говоря, нам не требуется для этого зачастую каких-то особенно серьезных, глубоких знаний. Вот. А главное, вот безбоязненный переход в новую среду, в новую ситуацию, способность там применять свои навыки и умения. Вот. И в этих заданиях как раз и нужно для того, чтобы анализировать эту ситуацию, применять вот те самые компетенции, которые входят в определение естественно-научной грамотности. Вот я вам предлагаю первое несложное задание. Вы можете друг с другом обсудить, сказать мне, какие вы здесь выбрали верные варианты ответа. Видно, да, всем? Ну, вот попробуйте. Какие качества из перечисленных ниже являются обязательными характеристиками естественно-научной грамотности? Я даже вам рекомендую посоветоваться, выработать, может быть, свое решение, и вы можете по буквам назвать, какие вы считаете верными. Ну, может быть, не спешить. Я всегда детям говорю, вы не спешите. Если вы 2 минуты подумаете, у вас будет совершенно другое качество ответа, решения. И это так и происходит. Они же спешат иногда тянуть руки и выдавать сразу, думают, что так и надо. На самом деле не обязательно. И обратите внимание, обязательными, да, характеристиками. Ну, у нас поскольку раз команда, 2 команды, вы 3 команды и 4 большая. У нас все. Я потом расскажу, как от количества. Нет, столько, сколько вы считаете нужным. Не один. Не один. Тут все верные варианты ответа. Сколько их верных, я не говорю. То есть все, которые вы считаете верными. Ну, давайте по очереди. Кто готов уже, и мы потом сравним просто. Да, пожалуйста. Вы советовались с коллегой, да? Нет? А вы бы вдвоем. Вариант С и Е. То есть С и Е, да, если латинский букв. С и Е. Так, ваше решение такое, запомним, да? С и Е, ваша группа. Знаете, вы посоветовали. Мне кажется, что здесь все верные. Все верные. Окей. Научные знания, обширные. Окей, так, у вас почти все, кроме, может быть, обширных. Вы? Ну, давайте латинские буквы, да. С, Д, Е, я считаю, что именно креативность это может быть. С, Д, Е. Хорошо, С, Д, Е, да? С,
ЦДЕ. И у вас общее какое-то коллегиальное решение? Тоже ЦДЕ. Так, а можно вот первую группу аргументировать, почему вы выбрали только 2? Считаем, что... Почему как бы не подходят другие в качестве обязательных, с вашей точки зрения? Хорошо. Здесь мы считаем, что здесь, смотрите, даже сами сказали, что здесь не надо таких знаний, что здесь нужны, потому что это же уже это вот стоит полагать, что это обязательно лучший человек, меняет зубы, и мы считаем, потому что... А Д вы разве тоже определили? Нет. Ты? Подождите, вы выбрали первоначально С и Е, да? Нет, мы выбрали С и Е. С и Е. И почему мы выбрали Е? Потому что как само естественно научное право, и считаем, что чтобы человек ответил на какой-то процесс движения или проблему, обязательно должен или посмотреть на этот вариант, как именно естественно научные исследования, которые предлагаются, или отвечая на этот вопрос, просто сам исследовать. Понятно. То есть у вас С и Е, да? Да. С и Е. А у вас кроме С и Е появилось... Все. А, у вас все. А у меня к вам тогда такой вопрос. Вот все-таки естественно, научная грамотность считается, что это такая характеристика практически гражданская и, в общем, довольно массовая. То есть это не вот ПИЗа, это не олимпиада. Да? И вот я тогда спрашиваю вопрос. Может ли высокими интеллектуальными способностями, обладать большая масса населения? Увы, увы. То есть, наверное, я бы все-таки снял это требование как обязательно. Это хорошо, конечно, обладать. Да, теперь, обширные научные знания. Но какие-то, да, здесь не случайно слово обширные, да? Поэтому оно вас, как раз вот лично вас немножко смутило. Поэтому, наверное, вот и А, и П – это замечательные, конечно, качества. Но это требует того, чтобы эти качества были присущи многим людям, даже не то, что каждому, а многим довольно сложно. А вот у вас, помимо этого, креативность тоже вы включили? Причем высокую. Причем высокую. Не касается ли требований высокой креативности тоже каких-то все-таки не очень большого количества людей, да? Нет, если он обладает, то поймет быстрее, это верно. Но тут, видите, все-таки речь об обязательных характеристиках. И вот мы просто в процессе анализа с вами вот этих вот качеств, да, лучше понимаем все-таки, еще лучше, я надеюсь, понимаем, что же такое естественно-научный грант. Это, еще раз, это характеристика общества вообще. Да? Это характеристика общества, способность не столько креативно, сколько критически, может быть, мыслить. То есть анализировать – это и есть критические мысли. Да, поэтому, я бы скорее согласился с выбором первой группы. Я не знаю, как коллеги. Вот, но аргументы мы попытались с вами уточнить. Может быть, вы не согласитесь, но мы свои точки зрения в этом плане с вами высказали. Да? Поэтому, когда мы составляли это задание, то имели в виду все-таки в качестве верных ответов действительно С и Е. Вот, остальное замечательно, но не обязательно. Но не обязательно. Но не обязательно. Да. Хорошо, двинулись с вами дальше. Как оценивать? Мы уже с вами поняли, как оценивать. Да?
оценивать можно с помощью вот таких специальных заданий. Ну, они не обязательно должны иметь формат PISA, да, вот такие вот раскладушечки, еще и там сериалы, как я их называю, то есть одна тема, один сюжет раскручивается через несколько вопросов. Это может быть и нормальное задание. Вот было бы у нас время, я бы вам привел пример из там сингапурского учебника, там очень много заданий, фактически по естественно-научной грамотности, но другого совершенно формата. То есть более привычного, единичные, такие атомарные, я бы сказал, но не состоящие из нескольких вопросов. Поэтому это не обязательное требование. Но это проблемные все равно ситуации, это ситуации, которые имеют реальное содержание, вот, и они требуют компетенции естественно-научной грамотности. То есть, забегая вперед, скажу, что значит компетенции. Но опять же, у нас с вами мало времени, будет больше гораздо с естественниками. То есть задание типа «назови там признаки живого организма» или там, я не знаю, «сформулируй закон сохранения энергии» или закон Ньютона, это не задание на естественном. Это хороший, нормальный вопрос, я ничего никто их не ругает. Это задание, а почему не естественно-научные? Потому что они не относятся ни к объяснить, что это объяснить, надо просто вспомнить, да? Не исследовать, не проанализировать. Да. Вот, поэтому задания, где или вопросы в учебниках, там, задачниках и так далее, которые не апеллируют к этим качествам, к этим компетенциям, это не задание по естественно-научной грамотности. А знания или отработать какие-то умения, там, решать квадратные уравнения, скажем, да, вот используй там свое знание о способе решения квадратного уравнения, реши какое-то конкретное уравнение. Да? Правильно? Правильно. Нормальное задание. Да, но не математическая грамотность, если это про уравнение, и не естественно-научная грамотность, если где-то надо отработать конкретное умение на чем-то или вспомнить какую-то информацию, демонстрировать знания, это не естественно-научная грамотность. А какова же модель задания по естественно-научной грамотности? Ну вот, давайте вот в таком виде, да, посмотрим, в виде схемы. И сейчас я прокомментирую каждый из этих квадратиков, каждый из кусочков. То есть в центре стоит реальная ситуация, она относится, сейчас мы увидим, к некоторому содержанию, которое может быть физическим, химическим, биологическим и так далее. То есть везде это называется содержательными областями. И мы сейчас увидим, как они правильно формулируются. Какой-то компетентности оцениваемые, то есть научно объяснять, исследовать, я сокращаю сейчас, интерпретировать данные. И контекст, который тоже относится там, к проблемам здоровья, энергосбережения, технологиям и так далее. Сейчас мы это подробнее увидим. Видите, вот эти компетенции, то, что входит в схему, не буду даже задерживаться, это все то, что в определении. Вот содержательные области. ПИЗа – это 3 содержательные области, иногда они чуть-чуть иначе формулируются. Это физические системы, физика, химия туда обычно относятся. Живые системы, обычно биологический материал. И что-то, значит, связанное с географией и космосом, с Вселенной. Ну и вот отличие процедурного знания от содержательного – это типы уже знаний и области. В том, что либо мы отрабатываем какие-то процедуры, например, процедуру интерпретации, процедуру исследования, либо мы все-таки на основании каких-то знаний даем объяснение каким-то вещам. Ну вот контексты, я не очень сильно просто задерживаюсь, да, здоровье, природные ресурсы, это те контексты, которые в ПИЗа именно есть. Они могут быть, в принципе, другими. Да? Ну, у вас будут эти все презентации, поэтому вы, может быть, записываете лишь свои какие-то мысли, а не столько саму эту информацию.
И это может быть личностный уровень, вот как с водой, да, я говорил, да, с водой можно пить, нельзя, да? Как решить, да, или как очистить эту воду. Может быть, там местный уровень, национальный, как там сберечь Иссык-Куль от каких-то вот проблем, чтобы он там вода не загрязнялась. Да, пожалуйста, пожалуйста. Это будет местный, как вот Байкал там, например, да, чтобы вот таким чистым, и вот там какой-нибудь комбинат бумажный, целлюлозно-бумажный не загадил. Вот. Это будет национальная местная проблема. Хотя и с Иссык-Кулем, и с Байкалом это уже выходит и на глобальные проблемы. Это озера такого мирового уровня. Да? Или там глобальные проблемы, это проблемы, там, например, связанные с климатом, глобальным потеплением. Это вот такие уровни. Ну и уровни сложности этих заданий. Видите, можно какую-то пошаговую процедуру выполнять, это будет низкий уровень, мы сейчас с вами чуть-чуть потренируемся как раз, использовать знания для описания. Довольно сложно разделить эти уровни, честно скажу. Я на них почти не смотрю. И оцениваемые сложные задания, как правило, интуитивно. Да? И более того, вот когда мы свои задания разрабатываем и даем на больших выборах учащихся, на самом деле уровень сложности заданий является эмпирическим. То есть сколько процентов, какой процент детей справляется с этими заданиями. И, в общем-то, конечно, вот эти вот слова, они что-то значат, это вот то, что в письме написано, да? Но все-таки иногда даже реальная сложность какого-то задания, она не объясняется вот этими вещами. Один пример я бы привел, но, наверное, это уже будет на предметной секции. Давайте попробуем сами сейчас вот характеристики заданий посмотреть. Вот у вас даже в сборниках ваших из научной грамотности, они у вас есть? У вас это хорошо. Потому что там есть это задание, но вы его можете посмотреть. Вот смотрите, типичное задание, оно мне очень нравится, потому что оно такое нейтральное, оно не требует, опять же, никаких знаний, оно актуальное, и каждый его может понять. Вот заданий, кстати, открытых заданий, доступных для того, чтобы мы на них посмотрели и проанализировали, их вообще немного. В основном задания закрытые. Почему закрытые? Потому что большинство или многие очень задания кочуют из цикла в цикл. То есть вот они были в 2015 году, потом перешли в 2018, потом перешли в 2022. Год был пропущен из-за ковида. Так-то через 3 года. И пойдут в 2025. Зачем? Чтобы сравнивать на одних и тех же заданиях, сравнивать результат. Вот, поэтому открывают они не так много заданий, они уже не идут, естественно, в тесты. Вот одно из них очень такое характерное. Вот я его читаю, и мы его выполнять, ответ давать не будем, мы его будем характеризовать. Но все-таки вот оно вполне в той модели задания, которую я показывал в виде схемки. Ну, а именно, мы видим с вами, что здесь описывается реальная ситуация. Если не видно текст, то я чуть-чуть почитаю. Пчелиным семьям по всему миру угрожает опасное явление. Оно называется синдром гибели пчелиных семей. Оно состоит в том, что пчелы покидают свой улей, отделившись от улья, пчелы погибают, и таким образом синдром гибели пчелиных семей уже вызвал гибель десятков миллиардов пчел. Ученые считают, что существует несколько причин гибели пчелиных семей. Вот первый вопрос, первое задание по этому сюжету, по этой ситуации. Людям, которые разводят и изучают пчел, читая слева, очень важно понимать, что такое синдром гибели пчелиных семей. Однако этот синдром может оказывать влияние не только на пчел. Люди, изучающие птиц, также заметили его влияние. Подсолнух служит источником пищи и для пчел, и для некоторых видов птиц. Пчелы питаются нектаром подсолнуха, а птицы его семенами. Учитывая эту связь, объясните,
Почему исчезновение пчел может привести к сокращению популяции птиц? Задание с открытым ответом, с развернутым, не с выбором. Ну, наверное, практически все вы догадались, в чем стоит ответ. Опыление, конечно же. Конечно же, вот ребенок и должен написать опыление. И главная наша задача, давайте прямо вместе с вами пройдемся по характеристикам вот этого вопроса. В начале компетенции. Как вы думаете, к какой из 3 компетенций относится этот вопрос, это задание? Нет, компетенция слева. Слева. Смотрите. Кто еще какой-нибудь? Скорее всего, 3. Смотрите, как звучит вопрос. Учитывает сейчас. Почему? Сам вопрос. Почему? Ответ на вопрос «почему?» – потому что. Что такое «потому что»? Какая это компетенция? Первая. Потому что надо объяснить. Потому что надо объяснить. Потому что. Ну, тут даже не важно, мы могли бы, ну, вообще-то мы все знаем, конечно, я не биолог, но я думаю, что мы догадываемся, что насекомые опыляют. Вот, то есть, вообще говоря, любой вопрос, и не только такой, но любой, если уж в нем есть вопрос, почему, то потому, а потому это объяснение. Так что тут однозначно просто мы выходим на первую компетенцию, причем объясняем, правильно вы сказали, используя знания о том, что насекомые опыляют и способствуют размножению растений. Так, хорошо. Это было самое, может быть, сложное. А содержательная область. Тут очевидно. Живые системы. Теперь контекст. Вот 5 этих контекстов. Ну, напрашивается окружающая среда, действительно. Окружающая среда, но мы сейчас с вами проверим. Вообще говоря, чуть-чуть напрашиваются опасности и риски, наверное, тоже. Да? Хорошо, мы тут подвешиваем вопрос. Иногда действительно не очень однозначно. И какой, на ваш экспертный взгляд, уровень? Низкий. Вам кажется низкий. Смотрим. У вас ваше мнение среднее. Смотрим, проверим себя. Проверим себя. Значит, ну, тут ответ. Компетенции, научное объяснение, живые системы, окружающая среда и познавательный уровень все-таки средний. Все-таки средний, и в том числе подтверждается для нас, для большинства он может быть и низкий был бы, да, но эмпирика показывает, что процент детей, которые выполняют это задание, это примерно 50%, около 50%. Ну и, в общем, все-таки это нужно... Смотрите, тут все-таки такая процедура ответа. Если вот, например, возвращаться к определению уровней, смотрите, в низком уровне одношаговая процедура, а тут уже мы видим, что не одношаговая. Пчелы питаются нектаром, первый шаг. Пчелы при этом неосознанно, они не хотят этого, разносят пыльцу. Пыльца способствует размножению, и в результате этого появляются семена, которыми питаются птицы. Уж совсем не одношаговая, да, процедура. То есть мы не относим это задание к высокому уровню сложности все-таки, ну, вроде бы, потому что более или менее знакомое нам знание. Но уж средний-то, конечно, потому что, да, средний-то, конечно, уровень тут есть. Потому что, да, процедура не одношаговая. Тут цепочка, да. Вернуться туда, да? Угу. Вы, низкий, ага.
Да. Угу. Нет, это никак не связано. Это никак не связано. То есть и научные объяснения, задания на научные объяснения могут иметь любой уровень. И задания на особенности исследования любой уровень. Это не иерархия компетенций по их сложности или по их важности. Тут нет никакого иерархического принципа. Это равноправные, во-первых, компетенции с точки зрения их важности, и любой уровень сложности может соответствовать каждой из этих компетенций. Угу. Угу. И, может быть, находиться на каждом компетенции иерархии. Может. Я и говорю, что на каждой компетенции могут быть простые задания. Если вы это имеете в виду, то есть на каждой компетенции может быть задание легкое, среднее и трудное. На каждой компетенции. Конечно. Угу. Если он просто ищет и нашел информацию из интернета, Да. Но это относится к таким уже, либо это к читательской грамотности относится, либо к информационной грамотности, как вы там называете. Потому что читательская грамотность – это на самом деле частный случай информационной грамотности. Но если вот в читательской грамотности, например, вопрос или задание требует просто отыскания ответа на вопрос там, в тексте конкретно, просто там есть ответ на вопрос, который вам задан. Мы даже можете увидеть. Но вот это очень тонкий момент, понимаете? Он может быть другими словами. Если вы вот пойдете на читательскую грамотность к Любови Анатольевне, да, то вы об этом узнаете. И на самом деле, вот, например, наши дети российские, выпускники начальной школы, четвероклассников, есть, вы знаете, исследование Пирлс, читательская грамотность для четвероклассников. Да? И российские учащиеся занимают первое место в читательской грамотности. При этом, и там есть вот эта первая компетенция, просто отыскать нужную информацию в тексте, как ответ на вопрос. Есть более сложно обобщить и интерпретировать. Есть следующая компетенция, более высокая, видимо, оценка уже информации. Так вот, самую простую компетенцию российские дети выполняют хуже всего. То есть она для них оказалась самой... Они все равно ее хорошо выполняют. И лучше, чем там... Это Пирлс, это другое исследование. То есть вроде бы кажется, что это самая простая вещь. Отыскать нужную информацию в тексте. Но для этого надо уметь внимательно читать. И, кстати сказать, в любом задании, по любому виду функциональной грамотности, в том числе для естественно-научной, первое условие – внимательное прочтение вопроса или информации, вот, да, предшествующей. Вот, это залог успеха. Поэтому читательская грамотность, она важна для любой. Вот, давайте, да, следующий посмотрим вопрос из этого же, да, вот смотрим. Значит, ученые считают, что существует несколько причин, быстро читаю, да, даже сокращая. Одна из возможных причин – инсектицид, неважно как называется, из-за которого пчелы могут потерять способность ориентироваться вне улья. Ученые провели эксперименты, чтобы выяснить, приводит ли воздействие этого инсектицида к гибели семей. В некоторых ульях они значит, в течение 3 недель добавляли в пищу этих пчел инсектицид. Разные ульи подвергались, видите, какие они звери,
Разные ульи подвергались воздействию разных концентраций инсектицида, измеряемых в микрограммах на килограмм. Некоторые ульи совсем не подвергались воздействию инсектицида. Ни одна из семей не погибла сразу же после воздействия. Тем не менее, к 14-й неделе некоторые ульи опустели. Результаты экспериментов отражены на графике. Дается вот этот график. Да, вы видите, что процент погибших семей по вертикальной оси от 0 до 100%. И сколько недель, через сколько недель вот этот процент появляется после воздействия этого инсектицида. И что здесь нужно? Опишите проведенный учеными эксперимент, дополнив следующее предложение. Ну, тут в этих выплывающих окнах появляются 3 параметра, но нам они сейчас для характеристик с вами не важны. Опишите проведенный ученым эксперимент, дополнив следующее предложение. Ученые изучали влияние такого-то фактора на такой-то. Вот там будет выплывать, факторы будут перечислены. Просто вам важно сейчас для характеристик изучали влияние такого-то фактора на такой-то. И попробуем тоже охарактеризовать этот вопрос. Сейчас поясним. Ученые изучали влияние такого-то фактора на такой-то. Вопрос. Что изучали ученые? Это можно перефразировать таким образом. Что изучали ученые? В зависимости от одного от другого. Что изучали ученые? То есть они, по сути, определяли цель, задачу. Цель, задачу своего исследования. Что я изучаю? Что ты изучаешь в своем исследовании? Обращаюсь я к ребенку, который выполняет лабораторную работу. Что ты изучаешь? Исследование. Да. Исследование. Более того, если локально, это понимание цели исследования. Это вторая компетенция. Да. Это вторая компетенция. Ну, остальное, содержательная область, понятно, остается та же, хотя это уже процедурная. Да, контекст остается тот же. Как познавательный уровень, вам кажется? Высокий. Там сейчас я, для того, чтобы вам было проще, там в этих окнах выплывающих выползают факторы. Какой фактор, на какой они изучают. То есть там есть некая подсказка. Да? Там не открытый ответ, да, своими словами. Поэтому чуть упрощают задачу ребенку в определении цели. То есть мы определили, что это понимание особенностей, компетенция. А уровень, если я вот вам тоже по сути, ну, видимо, средний. Давайте оценим как средний, потому что если бы им не давали этих подсказок, выплывающих окна, но надо было самому догадаться, не выбрать из предложенного меню, да, а самому, ну, конечно, это было бы труднее. Вы смотрите, они здесь, вот сейчас будет следующее задание, здесь им даже не нужно, нет, конечно, работать с графиками здесь, потому что они изучали, вот сейчас вы увидите, да, вот подсказка, проверим себя. В каждом, вот видите, что было в каждом из окошек, попадающих в меню. Один и тот же набор вот этих фразочек, да? Гибель пчелиных семей, концентрация, невосприимчивость пчел. То есть в каждом выплывающем окне были все 3 позиции, и они должны были выбрать, как концентрация в первом верхнем окошке, концентрацию этого инсектицида, во втором окошечке гибель пчелиных семей. То есть они должны были выбрать, как влияет концентрация на гибель, то есть на количество погибших. И вы правы, конечно, что при этом он пользуется графиком. Ну, они определили как средний, и тоже это основывается на эмпирике, результаты того, что где-то тоже в районе 50% люди отвечали.
Но вы видите, вот, что второе задание в этом блоке про пчелиные семьи. Первое было на одну компетенцию, научное объяснение. Это на другую компетенцию к той же ситуации, да, относим, на понимание особенностей. И вот смотрим третье задание. Смотрим третье, тот же график, та же информация справа, тот же текст абсолютно, что и в предыдущем. То есть тот же, что и здесь. Это повторяется. А вопрос уже с выбором одного ответа. Какой из приведенных ниже выводов, здесь надо выбрать один из 4, какой из приведенных ниже выводов соответствует результатам, показанным на графике? Давайте. Первое. Семьи, подвергшиеся воздействию большего количества этого инсектицида, обычно гибнут быстрее. Про себя сразу думайте, подошел бы этот ответ или нет. Семьи, подвергшиеся воздействию этого инсектицида, не выговорю, гибнут в течение 10 недель после воздействия. Воздействие этого инсектицида в количестве меньшем 20 микрограмм не вредит семьям. Семьи, подвергшиеся воздействию инсектицида, не проживают дольше 14 недель. Какой один вы выбрали? Первый. И вот это уже анализ графика. А? Ну, я не буду сейчас, да, мы сейчас не задание выполняем, а характеризуем, потому что надо подумать, я понимаю, да? Ну, то есть вот есть вопрос, на который надо ответить, выбрав один верный вариант в результате анализа графика. Правильно? Поэтому достаточно ясно здесь, какая компетенция здесь предполагается. Третье, конечно. Третье, конечно. И мы с вами увидели, как к одной и той же истории, к одной и той же ситуации отнесли 3 компетенции, то есть рассмотрели ее с разных сторон, да, и про объяснение было, и про особенности исследования было, и про интерпретацию есть. И мы на этом просто вот еще там, да, проверяем себя, да, вот здесь компетенции, правильно вы сказали, интерпретация, вот, правильный ответ. Чем больше им дают, чем больше им дают этой гадости, тем они раньше гибнут. Вот. И все остальное, познавательный уровень тоже определяется как средний. Как средний. Вот, но с этим мы с пчелами заканчиваем. Просто там есть еще 2 вот задания. Их 5 всего. Их всего 5. Да? И вот такой 5-серийный фильм, да, 5-серийная история. И вот, например, 4-е задание, та же опять информация справа, и нужно тоже ответить на вопрос. И здесь тоже интерпретация данных, казалось бы, хотя они определили как научное объяснение явления. Я с ним немножко не согласился здесь, но не важно. И вот еще 5-й вопрос тоже есть. Вот мы с вами увидели, как выглядит типичное задание ПИЗа 2015 года. В 2015 же году появились вот эти интерактивные задания. Сейчас мы даже с вами вдруг попробуем с ними поиграться. Что такое? Нас двигать. То есть я пойду туда, к 3-й группе. Понятно. Да. Смотрите, значит, сейчас я попробую работать в интернет, потому что вы видите, как работает интерактивное задание ПИЗ. Это появился новый тип заданий в 2015 году. Вот. Который предполагает работу с компьютерной симуляцией. И вот, смотрите, чуть-чуть мы даже тронем его. Сейчас я попробую, как у нас тут. Называется «Бег в жаркую погоду». Мне, если можно, чуть-чуть, ага. Бег жар. Я выхожу на сайт
нашего Центра оценки качества образования, руководителем которого является Галина Сергеевна Ковалева. Спасибо большое. Спасибо. Здесь есть всякие материалы по всем международным исследованиям, не только. И вот здесь есть это задание «Бег в жаркую погоду». Я щелкаю на него. Хожу на это задание. Если да, вроде есть. Вроде есть. И вот как работает. Мы сейчас с вами чуть-чуть посмотрим, как работает. Потому что можно даже, вы сами можете это все сделать. Вот видите, тут описывается тоже ситуация. При беге на длинной дистанции температура тела повышается, и тело потеет. Если бегуны пьют недостаточно много, чтобы заменить воду, которую они теряют с потом, они могут испытать обезвоживание. Потеря воды в объеме 2%. Мы сейчас с вами здесь испытываем, да, обезвоживание. Не бегая даже, не бегая. Потеря воды в объеме 2% от массы тела и выше расценивается как состояние обезвоживания. Этот процент отмечен на шкале измерения потери воды ниже. Если температура тела повышается до 40 градусов и более, бегуны могут испытывать опасные для жизни состояния, которое называется тепловым ударом. Эта температура отмечена на термометре для измерения температуры. Это такая инструкция. И вот теперь я с ним работаю. На стрелочку нажимаю. Далее. Видите, да? Так. Перехожу тут мне предлагают потренироваться. Вот смотрите, я могу установить температуру окружающего воздуха, ну, например, 30. Да? Я могу установить влажность. Какую установить? 20, 40, 60? Как скажете? Пусть 20 остается. И я могу два параметра. Пьет он воду или не пьет? Давайте нет. Потому что если да, то уж очень все ясно. Очень уж комфортные условия. Да? И нажимаю «Нет» и нажимаю «Выполнить». Да? И вот у меня появляются табличные данные. Смотрите. Температура воздуха 30, влажность 20, не пьет воду, объем потоотделения такой-то, потеря воды такая-то, температура тела аж 39 градусов. Но при этом, смотрим наверху, да, до обезвоживания красное не дошло. То есть все нормально, нет обезвоживания. До теплового удара не дошло. Все нормально, бежит, хотя, видите, температура у него тела не маленькая. Да? И это мы потренировались. Дальше идет уже выполнение задания. Сейчас смотрим. Да? Нажимаю еще стрелочку вверху справа. Выполнение задания. И вот здесь уже у меня мне кое-что предлагают сделать. Бегун бежит в течение часа в жаркий сухой день. Температура воздуха 40. Сразу устанавливаю 40. Как я работаю с этим заданием. Да? Влажность воздуха 20, как у нас и было. И не пьет воду. Здоровью бегуна угрожает опасность. Какие же там... Да, но сначала мы смотрим с вами, что получится. Нажимаем «Выполнить» эту симуляцию. Поймать ее. Вот она. Выполнить. Я выполняю. Вижу. Сейчас у меня в выплывающем окне... Ну, что я вижу еще до того, как я выплывающее окно открываю? Какая опасность ему угрожает? Обезвоживание. Так, значит, если у меня тут 2 в выпадающем окне, я выбираю что? Обезвоживание. Так, об этом свидетельствует что? Смотрим, что мне предлагают. Объем потоотделения, потеря воды, температура тела. Так, сейчас смотрю. Обезвоживание. Обезвоживание это не температура тела, потеря воды.
Это потеря воды. Вот. Вот я правильно выполнил это задание. Да? И тоже, как вы думаете, какой бы компетенции я это отнес? Какой относится? Нет, не контекст. Контекст правильно, то есть контекст вы правильно определили. Здоровье. Нет, ну вот. Ну, я задал данные, я их получил. Меня спрашивают, что свидетельствует о том, что ему угрожает такая опасность. Я обращаюсь к данным. Ну, конечно, это все интерпретация. Причем она у меня выдана в таблице, она у меня выдана вот в этом, да, в этих вот картиночках. Вот так примерно выглядит задание нового типа, с которым надо иметь дело нашим детям. И уже одно то, что да, вот вы работаете с компьютерной симуляцией. Сам-то вопрос, видите, простой. Очень простой, да? Но опять же, что нужно сделать? Причем я делал сразу. Видите, вот он бежит, слева читает. Температура воздуха 40. Я прям сразу щелкаю. Температура воздуха 40. Туда, на шкалу. Да? Влажность 20. Раз сразу перевожу слова, действия свои. И вот если этот навык есть, перевел, воду не пьет. Нет. Выполнил. Все. Вообще просто как бы инструктивные действия, честно говоря. Но их тоже... Умение пользоваться с компьютером и навык работы вообще с подобного рода заданиями, подобного рода представлением информации. И вот это именно, когда это в 2015 году впервые появились эти задания, именно этот новый формат заданий, он вызвал затруднения у детей во всем мире, не только в России. Да? Потому что и те, кто больше имеет навык работы все-таки на компьютере, ну не просто игрушки играть, да, все-таки какие-то продуктивные действия, те, конечно, оказались в более выгодном положении. Вот, тут мы с вами, значит, поскольку у нас с вами все бегом, все бегом, и осталось у нас 12 минут, то я тогда этого, хотя с ним поиграть, с этим заданием как раз любопытно, и мы с группой уже по здесь научной грамотности чуть-чуть подольше на этом задержимся. Так, как бы мне теперь его брать? Как мне это задание включить? Кто поможет? Потому что я в Zoom, мне все, нет, вернулся. Все, отлично. Так. Ну, вот тут я просто привожу уже примеры заданий не интерактивных, просто чтобы вы видели формат, что мы делаем такие же. Да? Вот, например, да, тут это вот уже наши задания, которые размещены на Российской электронной школе, в которые тоже можно войти, с которыми тоже можно поработать. Это просто примеры того, что мы в формате ПИЗа разрабатываем уже наши свои задания. Потому что, повторяю, пизовских заданий открытых мало. Надо, так сказать, если мы готовим страну к этому делу, то нужно самим. Ну вот еще тут, да, вот разные предметы. Тут вот видите и астрономия с полетом на астероид японского корабля, и с антибиотиками в нижнем углу, и с экспериментами с мозгом, с полушариями, и вот с какими-то новыми технологиями. Вот тут разные задания. И я немножко уже начинаю торопиться, да, потому что мы сейчас с вами будем заканчивать нашу первую встречу. И тут некий опять вывод, он повторяет то, что уже было, что задание описывает проблемную ситуацию. Это как выглядит задание. Нам все время загораживает вот эта верхняя панелька.
и содержание не указывает прямо на раздел учебной программы, ни на элементы предметного содержания. Столкнувшись с задачей, вам говорят, это к физике, это к разделу механики, это к биологии, это про животных, а еще и там какие-то опорно-двигательные системы или еще что-то. Вам дают ситуацию, сами понимаете, предметная область, которая вам потребуется. Сами понимаете, какие внутри программные знания потребуются, если потребуются. Некоторые, видите, даже и не требуют программных знаний. Некоторые требуют просто аналитических каких-то умений. Вот с этих же бегунов. Ну какие там знания? Да никаких. Вообще никаких. Работай вот с этими данными и делай выводы. Вот. То есть нас не отсылают ни к области содержания, ни к тем конкретным умениям, которые вам понадобятся для выполнения. Там, уметь решать квадратные уравнения. Нет, вам здесь никто не говорит, что вам здесь надо уметь. Сами понимаете, какие вам здесь потребуются инструменты, умения. Вот. И да, мы уже говорили об этом, что эти задания никогда не бывают просто заданиями в продукцию знаний. Да? Такие задания нужны, они есть в учебниках и прочее, но задания по естественно-научной грамотности, они не про это, не про воспроизведение знаний. Вот. И вот напоследок тоже, может быть, выполните вот это вот задание, обсудим и на этом закончим. Презентация будет в вашем распоряжении. Там остается еще довольно большой кусок. Вы сами с ним ознакомитесь. Там будет про проблемы формирования. А вот тут, вот, пожалуйста, вот ситуация. Вы уже познакомились со многими ситуациями, входящими в задание. Теперь ответьте, выберите верный вариант. СД. СД, правильно? Так. СД. СД. Еще какие есть идеи? Возрастной. Вы еще и Б. Вы тоже? Б. Б, С, Б, С, да? Но действительно, поскольку, может быть, тут вы чуть меньше, может быть, да, нужны, потому что мы, например, разрабатываем задание ПИЗа, что это? 15-летние? Вот мы, например, разрабатываем задание, и у вас уже прошла диагностическая работа, да, для 5-6 класса. Правильно? То есть мы отбираем содержание для 5, 6, 7 класса. Отбирая это содержание, мы озабочены тем, чтобы был пункт Б. Озабочены. Да, то есть желательно, конечно, чтобы мы не предлагали, там, допустим, шестикласснику, да, задание, ну, я не знаю, глобальное потепление. Допустим, да? Вот. Он должен понимать, и ему должно быть интересно. Ему должно быть интересно. Поэтому все-таки я бы остановился на Б, С и Д. Б не игнорировал бы, ну, если говорить об обязательных, именно обязательных требованиях. И я только пунктиром намечу следующий, третий блок нашей встречи. Это проблемы формирования. А проблемы мы видим по некоторым результатам. Вот, например, ПИЗа для России показала, ну это не только ПИЗа показывает, мы сами об этом знаем. И, наверное, у вас есть похожие проблемы, я так догадываюсь, да? Догадываюсь. Казалось, что есть вот такие вот дефициты, такие, ну, недостатки. Не хорошо будет говорить недостатки, не политкорректно, но все-таки, да, какие-то проблемы наших детей, они вот существуют, и с ними нужно каким-то образом работать. И главная идея, на которой я сейчас остановлюсь,
что да, мы вот сейчас в основном говорим о задании. Мы говорим задание. Но задание – это только один из инструментов. И оценки, это оценка, это педагогические измерения, но нам-то важнее формировать и уж потом оценивать. И формировать только с помощью этих заданий или подобных заданий. Это не получится. Это один из инструментов. Другое дело, что они нас сейчас именно подталкивают к обновлению методик, да, обновлению постановки лабораторных работ, подачи материала, представления материала, той деятельности на уроке, которую мы организуем. Да? И поэтому это задача формирования естественно-научной грамотности, фактически задача формирования естественно-научного стиля мышления, который предполагает готовность применять знания, стремиться задавать вопросы. Сегодня мы чуть-чуть с этим менее активны, а вопросы надо задавать. Вот, это как бы встречная такая активность. Обосновывать точку зрения. Мы сегодня с вами попытались обосновывать свой выбор, да, и обсуждать, и так далее. И там уже дальше идет про методику немножко, кусок, но мы сегодня с вами уже это не затронем. Мы эти проблемы видим, понимаем, что решение этих проблем это не сводится отнюдь только к заданиям, какими бы они хорошими ни были. Вот. А это означает достаточно серьезное совершенствование, достаточно серьезное совершенствование системы преподавания, системы изучения. Давайте, поскольку время наше закончилось, закончим. Да. Желаю вам не устать следующие